В последнее время, несмотря на ваши тихие разговоры, Бог обратил ваше внимание на того, кто живет Его мыслями. Хотя вам не часто удается поговорить с этим человеком, Он уважает вас и испытывает к вам теплые чувства. Несмотря на их ограниченные отношения, их любовь остается сильной. Они могут чувствовать глубокую печаль при мысли о том, что не смогут полностью выразить вам свои чувства. Их любовь и забота о вас очень глубокие, и они хотят, чтобы вы это знали. Они предпочитают выражать свою глубокую заботу лично о вас, и им категорически не нравится идея пренебрегать этой связью. Должен был быть способ показать вам больше, но их действия временами кажутся контролирующими, как будто они вас удерживают. Он хочет, чтобы вы поняли, что Бог не хочет, чтобы вы разорвали эти особые отношения, потому что Он признает их важность в вашей жизни. Бог презирает тебя, когда ты теряешь что-то очень важное. Поскольку любовь так важна для Бога, вполне логично, что тем, кому недостает любви, будет трудно понять вашу глубокую признательность за познание Его. Пожалуйста, посмотрите это видео до конца. Иногда, даже когда люди заявляют, что следуют воле Бога, их действия могут показаться несправедливыми. Вы можете подумать, что Бог последователен, но теперь я вижу, каким Он был в событиях Откровения. Хотя в то время я этого не знал, Бог старался удовлетворить мои нужды, готовя для меня уроки. То, чему вы меня сейчас учите, находится в вашем божественном плане. Пока вы что-то организуете, вы не считаете справедливым игнорировать их потребности. Слушайте внимательно, предстоящая неделя откроет что-то важное, даже если вы не сможете это обсудить. Приближается день, когда ваши молитвы и желания сбудутся. Очень важно иметь открытое и толерантное отношение к другим. Ваши усилия по улучшению моей жизни неизмеримы, и я хочу выразить вам благодарность. Несмотря на мои недостатки, я всегда буду благодарить вас за все, что вы сделали. Я ценю твою непоколебимую любовь. Надеюсь, вы знаете, как сильно я ценю все, что вы сделали для улучшения моей жизни. Я хотел бы воспользоваться этим временем, чтобы выразить мою искреннюю благодарность. Через меня почитается и восхваляется Вечный Отец. Бог почтит вас за спасение, которое Он запланировал для вас. Внезапно вы можете почувствовать себя подавленными обстоятельствами, но знайте, что Божий план всегда в движении. Даже если двери закрыты, со временем они снова откроются. Знание этого помогает нам понять, что мы не сами открыли дверь. Даже если кому-то это покажется смешным, докажите, что вы не совсем сумасшедший, и используйте это видео в качестве доказательства. Если вы верите в Бога, нет причин паниковать из-за того, что их пришествие было предсказано. Все мудро устроено для тех, кто любит Бога и верит в Его цель для своей жизни. Мы будем держать вас в курсе, так что следите за обновлениями. Высшая сила наблюдает за вами. Остаться со мной. Я пойду вперед, мое путешествие с тобой. Я полностью сосредоточен на защите и заботе о важных людях в моей жизни. Пожалуйста, помните мою просьбу помочь мне преодолеть текущие трудности. Пожалуйста, помоги.
Я надеюсь и молюсь, чтобы каждый день вы укрепляли свои связи с самыми близкими вам людьми. Наша молитва – это ответ на приглашение Иисуса Христа. Грядущая радость намного больше тех страданий, которые вы пережили. Борьба прошлого кажется незначительной по сравнению с тем, что ждет впереди. Хотя это отличается от случаев, которые вы видели, мы все равно можем предоставить вам те же рекомендации. Прежде чем начать ваше путешествие, я предлагаю послать ангела, который будет охранять, направлять и открывать путь, уготованный для вас. Ангел-хранитель может помочь, это очень важно. Скоро я пошлю тебе ангела, прежде чем ты даже подумаешь об этом, так что прими к сведению. Вы должны хорошо подготовиться. Пожалуйста, приведи в мою жизнь тех, кому суждено быть со мной, и избавься от тех, кто мне не подходит, как можно скорее. Обратите внимание, кто должен быть в моей жизни. Мое сердце жаждет обещанной тобой гордости и того направления, в котором меня поведет твоя любовь. Я молюсь, чтобы вы ответили положительно. Когда я прошу вас удовлетворить мои нужды во имя Иисуса Христа, мы продолжаем молиться, даже когда кажется, что никого не волнует моя ситуация. Иногда люди ограничены в способности воспринимать положительную информацию. Бог знает все, что со мной происходит. Воспоминание об этом облегчает мою тревогу. Знание этих ситуаций наполняет меня непоколебимой уверенностью, что оно всегда поможет мне преодолеть препятствия. Мы с Ним полностью синхронизированы. Победа все еще близка к нам, как бы тяжело ни было, мы никогда не должны сдаваться. Мы должны продолжать наши усилия по преодолению испытаний, потому что благодать Господня с нами. Несмотря на все ваши усилия, в этом месяце может произойти событие, которое изменит вашу жизнь. В год к 2024 году, возможно, избежать этого парня будет невозможно. Доверьтесь своим инстинктам, чтобы найти правильный путь, который приготовил для вас Бог. Иногда что-то внезапно происходит на ваших глазах. Если вы хотите уделить кому-то все свое внимание, и если вы не уверены в результате, доверьтесь своей интуиции и выберите честность. Дорогая моя, прислушайся к своим ощущениям и прими решение, исходя из них, это путь, который Бог приготовил для человечества. Я очень желаю, чтобы вы снова обрели радость жизни. Бог пытается вам что-то сказать. Помните, что это не только ваша ответственность предотвратить это. Я хочу дать вам возможность увлечься другим образом жизни. Я хочу, чтобы вы поверили в меня и отбросили свои тревоги, потому что у меня есть для вас совершенно потрясающий ответ. Сейчас я занимаюсь вашими делами и послал ангелов, чтобы помочь вам, чем смогу. Если быть точнее, то это залог вашего будущего счастья. Вся хвала и слава Вечному Отцу. Мой удивительный ответ потрясет ваш мир до глубины души. Хотя я знаю, что это не популярно, я хотел выразить свою благодарность за содержательный совет, который вы дали. Использование моих услуг трогает вас, но для меня вы всего лишь концепция. Во имя Иисуса я прошу вас услышать мои мольбы и дать моим близким все, что им нужно, чтобы преодолеть все проблемы, с которыми они сталкиваются. Для меня это очень много значило,
если бы ты следил за кем-то важным для меня. Любовь находит величайшее удовлетворение в стремлении к знанию, а не в незаконной деятельности. Любовь не исполняет желания, не ждите от любви стойкости. Любовь отбрасывает доверие ко всему, независимо от ценности. Любовь никогда не сдается и никогда не перестает пытаться. Он всегда рядом, чтобы защитить, и обычно у него есть отличная идея. Теперь Бог отвечает за вашу жизнь, и у него есть удивительный план на этот счет. Цель и метод – две стороны одной медали. Даже если христиане не умеют все планировать безупречно, они должны утешаться тем, что Бог не обманывается плохими событиями, происходящими в жизни, и поможет им. Он, конечно, недалеко, если предположить, что он думает о тебе. Обычно это беспроигрышный вариант. Будьте уверены, он будет старательно следить за ситуацией и защитит вас от любой опасности. Я молюсь, чтобы Бог исполнил ваше желание, и предлагаю это прошение от вашего имени. Поможет ли тот же Бог, который дал вам цели, способность Святого Духа стремиться к большему, чем вы можете себе представить? Готовность думать о чем-то, несмотря на отсутствие доказательств, это одно из определений веры. Вся слава и хвала Отцу повсюду. Примите мою искреннюю признательность за прекрасную работу, которую вы для меня сделали. Хотя я прекрасно сознаю, что недостоин вашей любви, я не могу отрицать влияние, которое я оказал на вас. В отчаянии я все еще знаю тебя. Несмотря на то, что отрасль долгое время находилась в периоде хаоса, вы найдете там Слово Божье. Мы верим в ваши добрые намерения, и если мы будем достаточно смелыми, мы сможем осуществить их в особый день рождения Вашего Величества. Когда мы говорим это, мы знаем, что это правда. Мы просим вас продолжать молиться о том, чтобы Бог давно умер, а ваш враг был полностью побежден силой имени Иисуса, и все шло хорошо. Депрессия, отчаяние и самоуспокоенность больше не смогут повлиять на вас. Мы победили и уничтожили врага. Мало того, что человек физически не может ответить за свои действия, он теперь несет юридическую ответственность за все, что идет не так в вашей жизни. Это не так, потому что мы говорим с каждым из вас как с решительным отцом своих детей. В компании человека, ответственного за эти вещи. Вы знаете, что я умолял вас жить жизнью, достойной Бога, потому что я знал вас в Его славе и на Его земле. Это потому, что к каждому из вас относятся с таким же уважением и строгостью, как судья отнесся бы к своим детям. Бог сделал это возможным, когда раньше это было невозможно. Иисус заявляет, что все в порядке, если взглянуть на персты Божьи. Пожалуйста, сообщите нам, готовы ли вы принять это благословение. Какой славный дар ожидает тех, кто следует за Господом. Но даже если он споткнется, Господь поможет ему на пути. Вместо того, чтобы отказываться от объединения, как это сделали другие, давайте будем стремиться помогать друг другу. Овечка, тебе нечего бояться, потому что твой Отец дал тебе власть, ибо Он любит власть и хочет, чтобы ты правил. Итак, вам не нужно бояться. Обсуждая различные способы поощрения того, чтобы мы были добрыми и любящими друг друга, помните, что Бог, ваш Бог, всегда с вами.
Я думаю, что нам всем было бы полезно почерпнуть немного вдохновения из этой цитаты. Он не оставит вас и не проигнорирует вас. Так что сохраняйте спокойствие и будьте сильными. Оставайтесь верными своим убеждениям, борясь за справедливость в этом конфликте. Получите вечную жизнь, которую дал вам Бог в тот день, когда я удовлетворю свою потребность в духовном утешении. Нет никого более фундаментального, чем Он, и Он – то, что я искал. Я нахожу утешение в Боге для своей души. Верующим в Иисуса обязательно посмотрите видео полностью. Будьте готовы к чудесному приключению, которое принесет вам обильное богатство, позволит решить все финансовые обязательства и построить дом своей мечты. Живите жизнью полного успеха, где вы достигаете всех своих целей, и сладкий вкус успеха присутствует в каждой частичке вас. Каждый, кто любит Иисуса, должен присоединиться к каналу. Бог говорит: посмотрите на свои намерения, вы попросили у Духа много денег. Мы услышали ваш призыв о богатстве и предлагаем вам щедрую награду, превышающую ваши потребности. Поскольку река процветания продолжает течь и приносить обильное богатство, которое будет длиться вечно, поделитесь этим видео и убедитесь, что вы готовы стать свидетелем великой симфонии процветания, когда ваше богатство плавно вливается в вашу жизнь. Кажется, складывается богатая картина процветания не только для личной финансовой стабильности, но и для будущих поколений. Ваше непрекращающееся удовлетворение прокладывает путь вашим поколениям, и они проведут вечность, пропитанные богатством, проходящим через их родословную. Если вы любитель любви, наслаждайтесь его великолепием, когда он входит в вашу жизнь как богатство в своих золотых одеждах и великолепное проявление богатства. Богатство желаний изобилует этим первоклассным зрелищем изобилия, очаровывающим своей чарующей аурой и превозносящим свое богатство. Прекраснейший гобелен богатства нить-нити не только ваше неизмеримое изобилие, но и наследие этого богатства сохранится, как вечный огонь. Ваш финансовый успех будет сиять, как лампа. Вашему поколению будет подготовлен замечательный вопрос в симфонии богатства будущих наций. Они наследуют не только материальные блага, но и ваши знания, проницательность и непоколебимый дух. Ваш устойчивый успех ведет их по святому пути, шаги эхом отзываются победой, их триумфом. Мой друг, прими дарованное тобой вечное наследие процветания. Будьте уверены, что богатство вольется в вашу жизнь, как могучая река, богатство польется на вас, а ваше потомство всегда будет иметь финансовую безопасность. Быть посему. Удивительные неожиданные финансовые благословения обрушатся на вас в ближайшие 72 часа, так что приготовьтесь. В глубокой трансформации, друг мой, он исцеляет твои раны мистическими силами, привносит стиль, который преображает тебя и заставляет возродиться заново. Когда вы вступаете в этот чудесный новый сезон, чудеса танцуют, как никогда раньше, освещая ваш путь своим небесным светом. Иисус сказал: «Приготовьтесь к хорошему дню чудес». Он обещает, что вы будете греться в славном свете свободы, богатства и изобилия. Почувствуйте волнение, готовясь начать эту замечательную новую главу своей жизни. Поток красоты вот-вот обрушится на вас.
Приготовьтесь к тому, что вас внесет калейдоскоп свободы, где за каждым углом ждут безграничные возможности и где необузданное богатство вашего духа льется могучим потоком. Приготовьтесь к тому, что ваше сердце и души наполнятся чудесными исследованиями и благословениями, поскольку шлюзы чудес вот-вот откроются. Я выпущу поток разрушения, смывающий все ваши проступки, так что приготовьтесь к зрелищу искупления, превосходящему ваши самые смелые мечты. Когда ваше финансовое небо превратится в сверкающий гобелен богатства, ваши годы недоброжелательности, украденные годы и одинокий труд предстанут в сверхъестественном свете. Вам предстоит испытать беспрецедентную альтернативу, которую вы никогда раньше не видели, например, космический балет, который пройдет ваш путь. Божья любовь течет, как водопад. Приготовьтесь к удивительному путешествию к процветанию. Шансы на вашей стороне, богатство технологий течет по вашему пути, как нескончаемая река изобилия, которая растет в геометрической прогрессии с каждым днем. Удивительные чудеса будут вызывать у вас трепет в течение следующих 5 дней. Итак, пристегните ремни безопасности и приготовьтесь к захватывающей поездке на американских горках. Будьте готовы к тому, что ваши уста отвиснут, готовясь к невероятному потоку благословений. Приготовьтесь к тому, что ваша голова и сердце будут биться быстрее в поисках волшебства с удивительными возможностями, которые вот-вот взорвутся. Волна исцеляющей энергии потечет по воздуху, и вы увидите, как тело исцеляются, регенерируют и поднимаются. Как будто этого было недостаточно, приготовьтесь к потоку финансового успеха, который вот-вот захлестнет вас. Погрузитесь в голубую симфонию космических сил, которая поднимет вас на небывалые высоты, в блестящую модную платформу, которую вы никогда раньше не испытывали. Приготовься к захватывающему приключению, друг мой. Если ты хочешь меня, Иисус, я посмотрю на это прямо сейчас. Ваша радость по этому поводу хорошо известна, и я хочу, чтобы вы знали, насколько я ценю вашу силу и решимость. Я делаю это не для вас, так что не стесняйтесь наслаждаться собственным стрессом и уверенностью. Когда дело доходит до этого, я отказываюсь привязывать своего сына к инвалидной коляске. Если вы упали, встаньте и продолжайте свой путь. Ваша готовность помочь мне в такой ситуации, как я уже говорил, очень очевидна. Я Бог, которому ты поклоняешься, потому что ты веришь в меня. Ты преклоняешь колени передо мной и доверяешь мне. Ты как кинозвезда в моей жизни, всегда в моих мыслях. Вы забудете о своих проблемах еще до наступления выходных, поскольку вас осыпают благословениями во всех сферах вашей жизни. Это потому, что они настолько увлечены преимуществами, что забывают о них. Вы научите сами, если это необходимо. Если вы вникнете в это, вы сможете усовершенствовать свое мастерство, чтобы наслаждаться жизнью в полной мере, одновременно создавая результаты, которые идеально подходят для вас. В будущем вы приблизитесь к этой цели. Вы отдадите все, что у вас есть, для достижения этой цели. Сколько раз вам хотелось приступить к работе с надеждой, что вы не ослепнете в слепой жизни? Вы можете найти способ положить конец существованию. Лучший вариант действий для вас – оставаться в неведении. Если вы не будете следовать моим инструкциям,
ваш образ жизни станет опасным. Если вы проигнорируете мой совет, вы можете провести остаток своей жизни, мучаясь в темноте. Если вы не хотите следовать моему примеру, в Библии есть стих, в котором говорится «Я свет миру», и говорится, что он исходит от Бога. Возможно, ты не узнаешь, что скрывается за тенями, пока не станцуешь под мою дудку. Бог немедленно позаботится обо всех стрессовых вещах, которые Бог решил для вашей жизни, чтобы вы немедленно испытали большее чувство гордости, чем вы когда-либо испытывали. Это откроется после того, как Бог удалит проклятие из вашей жизни. Позже вы сможете сохранить это событие в своем календаре. На подходе больше любви, чем вы можете себе представить, и больше финансового удовлетворения, и это принесет вам больше счастья, чем вы когда-либо знали в своей жизни. Событие быстро приближается, поэтому у всех возникнет искушение сразиться с вами. Бог сообщается и очищается, вот почему никто этого не делает. Некоторые люди до сих пор не понимают того, что мы пытаемся сказать, что вы должны выбрать быть несчастными и отказаться признать тот факт, что вы хотите так себя чувствовать. Из-за широко распространенного мнения, что не каждый может понять, что вы говорите, требуется смелость, чтобы каждый раз расстраиваться. Это заявление мне особенно примечательно. Скоро состоится важная сделка, и вы находитесь в центре всеобщего внимания. В вашей жизни вот-вот произойдут большие перемены, и вскоре вы сможете воспользоваться предоставленной вам прекрасной возможностью. После трудного времени, которое тянуло вас вниз, оно скоро закончится. Эта крупная сделка будет закрыта в ближайшее время. Благодаря этой разнице ваш образ жизни скоро претерпит кардинальные изменения. Сегодня произойдет взрыв изобилия и обилия благословений и возможностей, а также улучшение качества этих вещей. Если вы верите, что Иисус – Господь, вы можете подумать, что эти две вещи скоро вернутся к вам. На переднем плане все эти мысли будут важны. Чтобы это начало материализоваться, потребуется всего несколько мгновений. В ближайшем будущем могут произойти большие перемены, поэтому вам следует поделиться своими чувствами и мыслями с окружающими. Большие изменения, которые повлияют на нашу жизнь к лучшему, должны произойти быстро, как только мы начнем этот процесс. Вы собираетесь начать новую главу в своей жизни, и когда вы доберетесь до нее, вы можете обнаружить, что вам придется принять важные решения, которые повлияют на всю вашу оставшуюся жизнь. В течение этой жизни у вас есть возможность принять несколько очень важных решений, которые повлияют на всю вашу оставшуюся жизнь. Хотя в вашей жизни должно произойти много замечательных вещей, вы также начинаете замечать изменения в своем образе жизни. Это правильно, хотя есть много замечательных вещей, которые происходят позже. Это всего лишь конец, неизбежный результат того, что для вас все идет так, как должно. Предполагаемый конечный продукт – именно это. Божьи благословения были доступны вам с самого начала, и, возможно, вам не составит труда продолжать наслаждаться ими, учитывая ваши нынешние обстоятельства. Если вы согласны с замыслом Бога, кажется, что кто-то или что-то умоляет вас спастись и избежать опасности. Учитывая, насколько это важно,
ваше полное доверие и желание этого могут быть хорошим индикатором того, что это важно. Люди и вещи, которые легко приходят к вам в этот момент, должны вдохновить вас на веру. Мы использовали все отведенное время для обучения. Кроме того, кто-то может удивить вас невыразимо, и благодаря этому вы прекрасно проведете время, помогая людям осознать, насколько они удивительны. Вы пытались выразить это словами, повышая частоту своих вибраций и занимаясь динамичными темами, которые сделают вас более восприимчивыми к чудесной энергии, которая всегда присутствует в вашей жизни. Способности распространять возложенную на вас энергию можно достичь, выполнив следующие шаги. Если вы достигнете своих целей, вы сможете использовать ту энергию, которая направлена на вас. Возможны неожиданные ответы на ваши молитвы, и ваши молитвы могут вселить в вас оптимизм в отношении немедленного вознаграждения. Надеюсь, тренировки пройдут хорошо. Мне интересно, получили ли вы разрешение начать процесс перехода? Попытки говорить другим людям, что им делать со своей жизнью, теперь излишни. Все, что я прошу, это довериться мне и показать мне свою лучшую игру. Вам не нужно беспокоиться о будущем вашего образа жизни. Бог хочет, чтобы вы знали, что ваша жизнь бессмысленна, чтобы вы могли спокойно думать о будущем и верить, что Он контролирует все. Так что не беспокойтесь о том, что может или не может случиться с вами в дороге. Вместо этого сосредоточьтесь на том, чтобы жить настоящим и получать максимальную пользу от людей, которых встречаете. Я окружаю вас удивительными и вдохновляющими людьми. Пожалуйста, дайте мне лучшее. Я искренне надеюсь, что ты примешь свою истинную сущность и будешь жить вечно. Я знаю, что у тебя есть потенциал. Я хочу держать тебя в своих мыслях сейчас, когда ты в моих мыслях. Мы будем отслеживать вас по любой причине. Я не замешан в том, чтобы позволить этому случиться. Это вызвало большой интерес к тому, чем вы сейчас занимаетесь. Вы можете рассчитывать на удачу и успех во всем, что вы делаете сегодня. Есть небольшая вероятность, что это могло произойти случайно. Это совершенно сбивает с толку. С оптимизмом смотрите в будущее, ведь вскоре с вами произойдет много чудесного, и ваш жизненный путь вот-вот изменится к лучшему. Итак, представьте себе лучшее будущее с намерением воплотить его в жизнь. Хороший, аккуратный комментарий, пусть будет так. Мы уважаем ваш интерес к этому варианту, моя дорогая. У меня потрясающие новости. На следующей неделе я открою дверь финансовым чудесам, которые принесут вам только пользу. Это решит все ваши финансовые проблемы. Пройдет некоторое время, прежде чем вы решите прекратить просмотр этого фильма. Поверь мне, ведь со мной все возможно. Эта истина должна успокоить ваши страхи, укрепить вашу решимость и направлять вас, когда вы идете бок о бок. Ни буря, ни гора, ни одна проблема не смогут одолеть нас. Беспокойство становится религией, неуверенность становится реальностью, а безнадежность становится верой, когда человек глубоко верит в Божье обеспечение и защиту. Знание того, что Создатель Вселенной поддерживает нас непоколебимой любовью и бесконечной энергией, дает нам смелость встретиться лицом к лицу с неизведанным в жизни.
Это принятие формирует ваши отношения и влияет на ваши действия. Веди себя так, будто это правда. Мотивируйте себя двигаться и просто делать выбор. Это призма, через которую вы оцениваете все возможные варианты развития событий. Дайте ему свободу быть источником вдохновения вашей жизни, направляя ваш выбор и помогая вам решать проблемы. Положитесь на меня. Никто теперь не крутит якорь своей души, потому что я скала. Чтобы найти общий язык, полезно быть частью более крупного сообщества верующих. Это поможет вам найти общий язык с людьми, которые разделяют вашу веру и свидетельствуют о верности Бога в своей жизни. Черпайте вдохновение из их историй, находите утешение в их друзьях и наслаждайтесь единством Духа, которое объединяет вас всех вместе. Идя по этому пути, помните, что Иисус – вершина Божьей защиты и обеспечения. Он сделал, казалось бы, невозможное возможным и предоставил путь искупления. Иисус Христос гарантировал нам вечную жизнь и сделал искупление реальностью. Моя любовь полна, моя забота сильна, и моя энергия достигает пика, когда ты смотришь мне в глаза. Если вы любите Иисуса, вы можете принять Его как реального внутри себя и найти источник истины и существования этого фильма. Важность последних слов ободрения Бога для тебя, мое дорогое дитя, будет жить вечно. Держите эту истину близко к сердцу, двигаясь вперед. Оно для меня хорошо подготовлено, и я уверен в своей защите. Со мной, какая бы задача ни стояла, удовольствие или боль, всегда есть шанс на успех. Подумай обо мне, и ты увидишь чудесные перемены в своей жизни. Эти фразы дают жизнь глубокой гармонии, направляемую моей рукой, воплощенную моей благодатью и защищенную помощью моей любви. Обязательно нажмите кнопку «Присоединяйтесь» и присоединяйтесь к нам в нашем путешествии перемен. Если вам нужно присоединиться к нашей религиозной семье сейчас, чтобы найти способ обрести внутренний мир и знания, Бог пообещал нам, что если мы будем упорно идти по пути, который Он для нас проложил, мы испытаем свой безграничный потенциал. Это происходит, когда мы отдаем нашу жизнь в Его умелые руки. Итак, давайте двигаться вперед, используя это убеждение в качестве руководства. Концепция религии и духовного опыта, молитвы и провозглашение слова Божьего подобны входу в сферу, создающему богатый гобелен чудесного и божественного вмешательства. В основе этого опыта лежит осознание того, что все мыслим о Богом. Эта история не только о вере, молитве и провозглашении, скорее, речь идет о глубоком ухаживании каждого персонажа за божественным, любовном романе, в котором она рассматривается как драгоценный объект Бога. Понимание всемогущества и вездесущности Бога – это только начало. Бог повелевает нам согласиться, это тем более побуждает сотрудничать с невидимым и твердо придерживаться веры в то, что во Вселенной могут действовать силы, более могущественные, чем мы сами. Провозглашать значит вызвать жизнь, которая демонстрирует красоту и силу вашей веры. Это призыв быть вдохновителем, носителем любви и свидетелем удивительных вещей, которые происходят, когда чье-то сердце открывается и позволяет его дух. Это путешествие воспламеняет ваше естественное благополучие. Очень отрадно видеть безграничные возможности,
которые открываются на вашем пути, когда вы идете верой и стремитесь к святому делу. В хаотичном и порой непредсказуемом мире божественное послание Божьей любви, доброты и милосердия ярко сияет, как непоколебимый источник надежды и силы. Помимо обеспечения комфорта, этот руководящий принцип теперь в своем прямом выражении проявляется в жизни, наполненной духовным успехом и глубоким покоем. По мере того, как мы погружаемся в глубины и просторы этого небесного ядра, вы узнаете, что любовь, сострадание и милосердие являются краеугольными камнями религиозной и целеустремленной жизни. Эта любовь к Богу не знает границ. Он достигает каждого уголка мира и трогает каждое сердце нежным, всеобъемлющим теплом. Оно вечно, безгранично и безусловно. Невозможно обрести или потерять эту божественную любовь. Скорее, оно постоянно и бесплатно дается каждому, кто этого хочет. Принятие Божьей любви дает вам чувство принадлежности и ценности большего, чем может предложить мир. Прощение, обновление и прощение – все это дары благодати, которая есть благость Божия. На лице Грейс ясно видны все ошибки прошлого, указывающие на новое начало. Принимая Божью благодать с открытым сердцем, вы можете позволить ей преобразить вас изнутри и привести к жизни в праведности и мире. Проще говоря, благодать – это добрая рука Бога, которая поддерживает вас, когда вы спотыкаетесь, и поднимает вас, когда вы падаете. Милосердие – это его сострадательная и любящая доброта, которая является проявлением Божьего понимания и стойкости. Бог в своей милости может заглянуть за пределы наших слабостей и дать нам сострадание и прощение там, где обитают осуждение и осуждение. Чтобы пригласить Божью благодать, вы должны уметь видеть свои слабости и недостатки и принимать то, что вы о себе не говорите. Через них приглашение проявить милосердие означает прощать и быть милостивым к другим людям. Образ мышления не всегда пассивен. В этом случае мысли и действия могут быть активными и приниматься за истину. Это значит верить, что есть надежда даже во времена печали и ясность даже во времена смятения. Быть мудрым значит осознавать, что ты никогда не одинок, потому что Божья любовь и руководство всегда с тобой. Самый эффективный способ выразить наши отношения с Богом – это молитва. Мили и мили разговоров и объявлений служат платформой для выражения искренней признательности, поиска совета и просьбы о помощи. Желание – это Божий способ пригласить вас раскрыть в молитве свои глубокие, темные и тайные желания, беспокойства и мечты. Отношение человека с Божественным становится крепче, открывая путь для будущих благословений и чудесных событий. Вы найдете в себе силы противостоять невзгодам, смелость принять перемены и мудрость, чтобы усваивать жизненные уроки посредством молитвы. Делиться с сектором сутью божественной истины, распространять веру, трогать сердце и менять жизни – вот в чем сила этого высказывания. Мы должны не только провозглашать Божью любовь и учение, но и направлять его, применяя принципы справедливости, сострадания и доброты во всем, что мы делаем. Каждый ваш шаг и слово сияет, как свет свыше, ведя других к большей духовности и пониманию. Бог любит вас, готовя вас к переживанию особых событий. Это не по теме, это факт, подчеркивающий особые отношения между Божественным и возлюбленным.
Это связано с любовью, защитой и руководством, которые вы получите на своем жизненном пути. Это очень необходимое напоминание о том, что Бог действует видимыми и невидимыми способами, чтобы принести вам хорошие результаты. Теперь, когда обычное необычно, это знак того, что в мире действует божественность, а чудо – это физическое выражение Божьей любви и силы проявиться. С вами будут происходить чудеса, но ваш религиозный путь будет гарантировать моменты тайн и чудес, которые откроют Божью работу в вашей жизни. Эти чудесные события служат путеводным светом, показывая силу мысли, эффективность молитвы и влияние распространения слова Божьего. Эта история веры, молитвы и провозглашения показывает, что религия способна изменить жизнь, а не просто светский путеводитель. Вы получите опыт, который заставит вас оторваться от повседневной рутины и увидеть божественное творение в вашей жизни. Этот курс покажет вам, что вы не просто зритель, а активный участник божественного замысла, полного любви, благодати и чудес. Жить целеустремленной жизнью, стремиться к более глубоким знаниям и делиться светом своей религии с миром – это все, что мы от вас просим. Жизнь, сильная в вере и полная Божьей любви – это то, к чему призван человек, когда решает соглашаться, молиться и проповедовать. Это не просто призыв к духовной деятельности. Благодаря красоте Адвента, радости человеческого общения и простоте обычных моментов, у вас есть возможность увидеть расцвет чудес и почувствовать раскрытие божественной любви. В простые мирные моменты, которые глубоко трогают людей, часто происходят величайшие чудеса, а не большие шоу. Нет сомнений в том, что путь религии полон бесконечного роста, откровения и возрождения. Преданность Б. Божественный замысел вашей жизни призывает вас подняться над неопределенностью, принять неизвестное и довериться, приглашая вас присоединиться к другим в мирских знаниях и успехе. Это обширное путешествие, одновременно индивидуальное и социальное. Наконец, призыв верить, молиться и провозглашать призывает каждого из нас участвовать в этой общей духовной миссии. Развивайте сердце, полное сострадания и щедрости. Небесные качества любви, доброты и милосердия предназначены не только для борьбы, это практические факты, которые освещают нашу жизнь в любое время. Это прочный фундамент для вас в жизненные взлеты и падения, радости и печали, испытания и триумфы, а также обычные времена. Вся помощь, сила и утешение даются Богом, у которого они есть. Принятие этих даров свыше вдохновит вас жить жизнью, отражающей их силу и красоту. Используйте любовь как компас, благодать формирует ваш путь, а доброта освещает ваши отношения с другими. В этом образе существования всегда присутствует божественность, превращающая обычное в необычное и святое в святое. Путь получения Божьего сострадания, благодати и любви – это путь постоянного роста и расширения. Приобретение знаний – это трудный путь, который требует от вас глубокого изучения своего опыта и поиска способов участия Бога в каждом аспекте вашей жизни. Примите благодать, которая приходит со смирением. Позвольте своему сердцу принять преобразующую силу божественной любви и щедро проявите милость на этом пути. У вас могут быть моменты глубокого страха и одиночества, которые учат вас чему-то о религии и божественном.
Вы поймете, что помощь Божия – это не просто будущая надежда, а реальность здесь и сейчас. Постоянная рука исследует сложности жизни, включив в ваше послание Божью любовь, доброту и милосердие. Наконец, это призыв к действию, призыв жить каждый день рационально, искать божественное во всем и демонстрировать мягкость своей веры во всем, что вы говорите и делаете. Еще лучше быть каналом желания, посланником света и очевидцем безграничных возможностей, которые возникают, когда сердце и душа выравниваются с божественным, получая эти божественные дары. Вы будете ярким примером, изменяющей жизнь силы Божьего сострадания, страсти, милосердия и любви. Вы свидетель силы религии. Внезапно вы вспоминаете свою ценность, свой разум и глубокую связь между человеческим и божественным. В этом танце существования, сливающегося с присутствием божественного, каждое биение сердца резонирует с мелодией Божьей любви. Ваше путешествие – это не то, что вы начали самостоятельно, а оно переплетено с бесчисленным множеством других нитей, идущих рядом с вами. Каждый человек, которого вы встречаете, является отражением образа Божия, носителем божественной искры, освещающей вашу собственную душу. Проходя через жизненные взлеты и падения, помните, что эти переживания не случайные, а божественно организованные моменты благодати. Посреди жизненной неопределенности, когда нависают тени и закрадываются сомнения, обратитесь внутрь себя и прислушайтесь к тихому голосу Бога. Этот голос, нежный, но глубокий, говорит истины, пробивающиеся сквозь шум мира. Оно подтверждает вашу ценность, напоминает о вашей цели и направляет вас ходить в вере. Доверьтесь этому божественному руководству, оно – свет на вашем пути и светильник на ваших ногах, ведущий вас к благополучной судьбе, полной обещаний и реализации. Примите божественный призыв стать маяком надежды в мире, часто окутанном отчаянием. Пусть ваши действия, какими бы незначительными они ни были, будут отражением милости и любви Божией. Вы становитесь сосудом для Божьей любви, которая течет через простые добрые дела к незнакомцам, терпеливое выслушивание горя друга и молчаливую молитву за нуждающихся. Каждое из этих действий, какими бы незначительными они ни казались, распространяется по миру, создавая волны сострадания и понимания. Божья любовь необыкновенна. Это активная жизненная сила, которая заставляет нас выходить за пределы самих себя. Это заставляет нас выйти из зоны комфорта и войти в жизнь других. Накормить голодного, одеть обрезанного, посетить больного, утешить страждущего. В этих делах служения мы оказываемся богатыми, а не истощенными, потому что, отдавая, мы получаем обильную благодать. Эта благодать делает нас подобными Богу, которому мы поклоняемся, природа которого – любовь. В одинокие времена, когда бремя мира кажется тяжелым, найдите утешение в том, что Божье присутствие непоколебимо. Он – скала, на которой вы стоите, и крепость, в которой вы находите убежище. Когда бушуют штормы и бурлит море жизни, погрузитесь в это божественное убежище. Божья любовь – это неизменный фундамент, на котором можно строить свою жизнь, зная, что бы ни случилось, вы находитесь в Его руках. Красота творения Бога является свидетельством Его бесконечного творчества и бесконечной любви.
каждый восход и закат, каждый цветущий цветок и текущая река говорят о Его славе и напоминают нам о Его сложной заботе обо всем, что Он создал. Найдите время полюбоваться этой красотой и позвольте себе приблизиться к Создателю. В природе найдите Его обещания и напоминания о Его обещаниях, твердые, как горы, и твердые, как звезды. Продолжая возрастать в своей вере, помните, что вы являетесь частью более крупного сообщества верующих, которые идут по этому пути вместе с вами. Положитесь на них в трудные времена, празднуйте вместе с ними во времена радости и вместе созидайте друг друга любовью. Церковь, как тело Христово, является живым телом, живым и уникальным, но единым в цели. Это место, где сломленные находят исцеление, заблудшие находят направление и где все живут в объятиях Божьей любви. В более широком повествовании жизни со всеми ее перипетиями, радостями и печалями знайте, что вы никогда не одиноки. Божья любовь пронизывает каждую главу, каждую сцену и связывает все это воедино, образуя шедевр божественной мысли. Доверьтесь Его любви, положитесь на Его благодать и позвольте Его милости вести вас. Ибо вы любимы безмерно, созданы для определенной цели, подготовлены к жизни, раскрывающей славу вашего Создателя. Идя по этому пути, будьте светом во тьме, маяком надежды и свидетелем неизменной любви Бога. На пути могут возникнуть трудные времена, но вы сможете их преодолеть, потому что Бог обещает быть с вами на каждом этапе пути. Божественные качества любви, благодати и милосердия ярко сияют, когда мы находимся на самом низком уровне. Они показывают нам, что Бог всегда рядом, и когда мы принимаем Его приглашение стать проявлением Его любви, благодати и милосердия, мы можем жить жизнью успеха и счастья, зная, что мы не одиноки и что Он направляет и поддерживает нас. Каждый шаг на этом пути – это жизнь, в которой каждое движение – это возможность для роста, каждое препятствие – это возможность для роста, а каждая секунда – это окно в присутствие Бога. Продолжая свой духовный путь, помните, что Божья любовь, доброта и милосердие всегда рядом с вами, несмотря ни на что. Установив эти священные вещи в качестве своего фундамента, вы сможете решать жизненные проблемы спокойно и логично, доверяя божественному руководству и заботе. Благодаря Божьей любви, благодати и милосердию это путешествие изменит ваш взгляд на мир и ваши отношения с ним, научив вас быть сострадательными, честными и добрыми. Вы будете проводником перемен и зеркалом Божьей любви в мире, который нуждается в надежде и исцелении. Когда вы живете в гармонии с этими божественными качествами, вдохновляя других стремиться к такой же глубокой, неземной радости и связи, ваша жизнь становится свидетельством силы принятия Божьей любви, сострадания и милости. Когда вы научитесь искать внутреннюю ценность в каждом человеке и в каждом входе с Божьей любовью, ваши отношения с ареной вокруг вас будут определяться знанием и сочувствием. Это подталкивает вас преодолевать ограничения и находить сходство. Развивайте отношения, которые отражают безусловную любовь, которую вы получили от других. Благодать дает вам силы быть благодарными и смиренными в трудные времена, рассматривая каждое испытание как возможность учиться и каждое усилие укрепить свою веру. Благодать призывает вас простить, отпустить гнев и обиду и двигаться вперед с сердцем,
не обремененным прошлыми несчастьями. В обществе, полном критики и осуждения, это побуждает вас быть сострадательными и полезными, протягивать руку помощи нуждающимся и прощать так же свободно, как вы получаете, подтверждая присутствие Бога посреди обычной жизни. Милосердие становится радикальным актом веры. Вы обнаружите, что эти небесные дары не безграничны, а являются бесконечными источниками, которые умножаются, когда вы делитесь ими с другими. Когда вы примете Божье сострадание, доброту и милость и продолжите свой путь, ваш образ жизни проложит путь Божьей любви, которая войдет в мир, исцеляя разбитые сердца и формируя души. Принятие Божьей любви, доброты и милосердия – это не всегда одинокое путешествие. Иногда лучше всего поделиться этим путешествием с помощью мудрости и опыта других. Когда вы поддерживаете друг друга, учитесь друг у друга и отражаете друг другу образ Божий через свою сеть, полнота этих божественных качеств будет очевидна. Во все времена поддержка непоколебимой любви, доброты и милосердия Бога освещает путь вперед. Эти качества могут стать вашим спасителем в трудные времена, катализаторами личностного роста и бесценными драгоценностями, которые могут улучшить вашу жизнь. В сочетании с этими предметами первой необходимости и радостями ношения этих священных предметов является одновременно честью и бременем, но оно также приглашает к жизни веры, наполненной целью и любовью Бога. Пусть Божья любовь, благодать и милосердие всегда будут вашими спутниками у широкого входа, где каждый лист, знаменитость и существо хранят свою историю. Продолжая идти по жизни, превращаясь изнутри в маяк надежды и сосуд божественной любви, будьте непоколебимой поддержкой каждое мгновение. В тишине ночи и во сне дня может быть тихий шепот или звук, разносящийся эхом на многие мили. Мое дорогое дитя, мягкое и сильное, это голос Бога, несущий всем послание любви и цели. То, как говорит Бог, может растопить даже самое холодное сердце. От всего сердца я хочу, чтобы ты знал, что ты единственный, кто привел тебя сюда, на эту планету. Если вы верите в ангелов, то именно я с заботой и вниманием художника кропотливо создал вас в утробе матери. Прежде чем ты вдохнул, я знал тебя по имени в огромной ткани существования, где каждая жизнь соткана в замысловатый шедевр радости и печали, света и тьмы. Я знал твое лицо и знал, какой путь, по моему мнению, ты выберешь. Перед Богом существует постоянная нить руководства. Это уже не случайность, разум привел вас сюда. Всякий раз, когда мы чувствуем гнев, беспокойство или сомнение, мы можем утешаться тем фактом, что Бог говорит с нами. Часть бесконечных звезд и форм жизни космоса находится у вас на ладони. Вы уникальны среди красивых людей. Никто другой не сможет сравниться с вашей улыбкой, вашей развязностью, вашими мыслями и вашей страстью. Время от времени многочисленные повороты жизни могут показаться хаотичными, сложными и пугающими, но Бог говорит нам, что независимо от того, насколько хорошо или плохо идут дела, Он с нами. Твоя радость – моя радость, а твоя печаль – печаль моего сердца. Мои чувства к тебе устремляются выше ночного неба и спокойнее глубокого океана. Божий план для нас подобен семени, посаженному в плодородную почву.
Вырастают величественные кусты, которые касаются неба. Я надеюсь, что наш план будет плодотворным, а не разрушительным. Я хочу дать вам надежду и будущее. Даже если туман омрачит путь впереди, верь в меня. Я свет, который ведет тебя сквозь ночь, и истинный север, который ведет тебя тихо. Даже когда мир вокруг нас меркнет и наши мысли блуждают, голос Божий все еще здесь. Я слышу тихие слова ободрения и надежды. Божье приглашение побудит вас просить, и вы получите все, чего желаете. Я постучу в вашу дверь и готов ответить на любые вопросы. У меня есть решение каждой проблемы и ответ на каждый вопрос. Божья любовь подобна крепости, убежищем от жизненных бурь. Ни на секунду не думайте, что вы одиноки. Я буду рядом с тобой даже в самый темный час. Здесь, пока мы вместе идем по жизни, я всегда буду рядом с тобой, несмотря на взлеты и падения, триумфы и трагедии. Моя любовь окутывает тебя, как воздух, которым ты дышишь, невидимый, но живой, мягкий, но сильный. По учению Божию мы должны любить друг друга так же сильно, как мы любим вас, превращая тьму в свет. Ваша любовь к людям отражает мою любовь к планете. У вас есть сила исцелять раны и утешать словами. Во времена неопределенности мы вместе строим платформу, вдохновленные доброй волей и танцем. С другой стороны, уверенность в Боге непоколебима, даже когда религиозные убеждения развиваются по ветру. Ты можешь доверять мне, потому что я доверяю тебе. Маленькое горчичное зерно веры может свернуть горы. На случай, если вы забыли, я написал о каждом из них, кто успокоил бурю и сделал невозможное. Каждый день – это новый опыт, священное путешествие, ведущее нас к Богу. Я буду ждать тебя, пока твое приключение приближается. А до тех пор, мой самый дорогой малыш, я буду идти рядом с тобой, направляя, поддерживая и любя тебя, пока мы путешествуем вместе. Мои пальцы широко раскрыты и готовы приветствовать тебя дома. С того дня, как мы встретились, и до дня твоей смерти, моя любовь к тебе постоянна и верна. По словам Бога, я не только твой друг, но и твой родитель, наставник и автор. Как группа, мы можем преодолевать взлеты и падения нашего жизненного пути с уверенностью и энтузиазмом. В общем, помни, что я люблю тебя больше, чем можно описать словами, и что ты важен для меня. В этих святых словах мы находим приглашение, призыв жить в вере, надежде и любви в каждый момент нашей жизни. Доверьтесь божественному плану и знайте, что мы никогда не одиноки. Божье присутствие всегда будет укреплять и укреплять нас, ведя нас к нашему вечному дому. Небесный крик, который эхом раздается в каждом живом существе, теперь несет послание за пределами творения. Он также обещает постоянный уход. Бог, мое дорогое дитя, начинается с голоса, который наполняет душу комфортом и благополучием. Я больше, чем далекий Творец, я добрый опекун, который будет рядом с тобой отныне и до конца твоих дней. Это послание течет, как поток, охватывая каждый камень, лист и существо. В каждой радости, печали, успехе и неудаче проявляется постоянное руководство и забота Бога с того момента, как ваше сердце начинает биться.
Будь то тихая ночь, напряженный день или мирное утро, вы можете найти меня там. Когда вы чувствуете тепло солнца на своем лице, слушаете детский смех, проявляете доброту к незнакомым людям или видите любовь ваших детей друг к другу, вы испытываете Божью заботу, которая не всегда является абстрактной идеей, а реальной. Реальность. Жизненный путь не лишен трудностей. Наступит время, когда покажется, что пути вперед нет, и дорога впереди будет темной. Однако Бог уверяет нас, что в эти времена, когда мы чувствуем себя потерянными и одинокими, мы должны помнить о Его присутствии, нашей силе в нашей слабости, нашей уверенности в Нем и Его руководстве в бурю. Божья забота сокровенна и адаптирована к потребностям и желаниям каждой уникальной души. Возможно, вы не знаете, насколько я вас знаю, но я уважаю все ваши чувства, включая ваши переживания, желания и мечты. Подумайте о духовных, эмоциональных и материальных дарах, которые я могу вам предложить. Хотя мои подарки не всегда оправдывают ваши ожидания, они всегда отвечают вашим потребностям. Думайте о Боге не как о далеком и напуганном Боге, а как о любящем и заботливом родителе. Поговори со мной. Поделитесь своими мыслями, переживаниями и мечтами. Шепот вашего сердца, красота природы, мудрость священных писаний и молчаливое руководство медитации – вот мои каналы передачи. Я всегда готов выслушать. Наши отношения подобны спасательному кругу, обеспечивающему эмоциональную поддержку и руководство, когда вы преодолеваете сложности отношений и повседневной жизни. Во времена испытаний и невзгод помните, что вы никогда не одиноки. Я всегда с тобой, подарю тебе постоянное присутствие, силу и комфорт в твоей жизни. Когда вокруг тебя бушуют волны жизни, найди утешение в моей любви, зная, что она – прибежище и крепость, защищающая тебя от бед. Даже когда предстоящий путь кажется неопределенным, доверьтесь Его планам для вас. Знайте, что я веду вас в будущее, полное надежд и надежд. Мое любимое дитя, твое путешествие – это путешествие веры, любви и сострадания. Примите это полностью и позвольте моей любви быть вашим проводником. Идя по этому пути, помните, что вы – отражение Божественного, живое свидетельство силы моей любви. Пусть эта любовь сияет через вас, затрагивает жизни окружающих и превращает мир в место мира и гармонии. Ты мое драгоценное существо, и я всегда с тобой, направляя тебя к жизни, полной цели и удовлетворения. Рассматривайте страдания как возможность высвободить скрытую внутри вас силу. Сложные ситуации могут напоминать скульптора, вырезающего шедевр, медленно, но верно раскрывающего свою уникальную индивидуальность. Хоть дорога порой и неровная, с каждым шагом ты приближаешься к финишу своей цели. Не бойтесь того, что впереди. Я вплетаю историю триумфа, силы и непоколебимой любви в ткань вашей жизни. Примите свою веру как путеводный свет, который рассеивает страх и открывает дверь в будущее, превосходящее ваши самые смелые мечты. Эта гармоничная нота, ваш жизненный путь наполнен целью и разумом, даже если страх пытается заглушить вашу симфонию. Поднимите его над страхом с помощью религиозного крещендо. Вы не пойдете по этой дороге в одиночку.
Моя любовь, я здесь, чтобы быть твоим постоянным спутником, резервуаром твоей энергии и безграничной похвалы. Поэтому, мои возлюбленные, не бойтесь, ибо через религию вы обретите силы для победы, а через любовь вы откроете истинную природу своей небесной миссии. В существовании Бога вам доступны бесконечное терпение, настойчивость и любовь. Покажите свою поддержку другим, пока я рядом с вами. Будьте полезны, искренне прощайте и любите безоговорочно. То, как вы относитесь к другим, показывает мою заботу о вас. Жизненный опыт исследуется, эмоции окрашиваются, выбор формируется, и божественные руки создают грандиозный замысел. Как садовник ухаживает за своим садом, так и каждый момент, счастливый или грустный, способствует вашему росту. Во времена радости и праздника я лелею вашу душу, лелею вас и лелею вас, чтобы вы полностью раскрыли свой потенциал. Божье присутствие увеличит радость ваших успехов, и вы должны знать, что я разделяю вашу радость. Ваши достижения показывают вашу силу и решимость, а ваша мудрость и храбрость вдохновляют меня. Когда мы приближаемся к концу жизни, когда вы беспокоитесь о будущем вместо того, чтобы радоваться, присутствие Бога дает утешение и надежду. Я останусь с тобой до конца. Перед лицом смерти моя любовь служит мостом в царство вечной радости и мира. Утешающее присутствие Бога всегда будет с вами. Вместо того, чтобы рассматривать проблемы как непреодолимые, рассматривайте их как возможности для преодоления. Если вас окружает божественная милость, вы можете обрести обещанную защиту. Это утверждение влияет на ваши отношения с другими людьми, позволяя вам относиться к ним с искренней теплотой и щедростью. Вы можете предложить помощь, не опасаясь уязвимости, зная, что вы в безопасности и любимы. По мере вашего роста вы становитесь символом бесконечной любви и защиты Бога. Вы распространяете эту любовь и защиту на окружающих, оказывая положительное влияние на мир. Наша вера не только дает нам силы противостоять жизненным трудностям, но также дает нам уверенность в божественной любви и защите. Принятие этого обещания позволит вам увидеть жизнь через призму Божьего обеспечения. Пробуждение напоминает вам о безопасности, которая вас ждет. Работа – это подтверждение выбора, который вы делаете. Сон отражает безопасность, которая всегда с вами. Вместо того, чтобы постоянно ждать, проявите благодарность. Мы находим утешение в том, что божественное провидение окружает нас, обеспечивает нашу защиту, направляет наш путь и покрывает нашу жизнь Божьей любовью. Это обещание не только защищает нас от жизненных испытаний, но и дает нам уверенность в каждом дне, божественную любовь, защиту и присутствие. Спасибо за ваше время. Если это видео было для вас полезным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления каждый раз, когда мы загружаем новое видео. Аминь.